Управление надзорной деятельности и профилактической работы по Республике Саха-Якутия в рамках акции «Сила надзора» приняло эстафету по передаче флага 95 лет государственному пожарному надзору и 130-летию Всероссийского добровольного пожарного общества. В торжественной обстановке на площади Победы города Якутск флаги переданы руководителям подразделений Овчинникову Сергею Геннадьевичу и Швец Евгению Александровичу. С площади Победы был дан старт посещению юбилейными флагами значимых мест нашей республики. Честь сопровождать флаги выпала лучшим сотрудникам нашего управления. Путешествие флагов началось с посещения Национального природного парка России «Ленские столбы», расположенного в Хангаласском районе на берегу реки Лена. Величественный монумент, созданный природой и временем с самым широким спектром различных ландшафтов, потрясающей красоты и научной ценности, внесенный в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно природный парк посещает более 20 тысяч человек. Следующим объектом посещения стал туристический комплекс «Царство вечной мерзлоты», который представляет собой гигантский нетающий ледник в штольне у сопки Чучур-Муран и являющийся одной из главных достопримечательностей Якутска и визитной карточкой всей республики. Туда приезжают местные жители и туристы со всех уголков земли. Следующей точкой маршрута путешествия символов акции «Сила надзора» стал национальный якутский праздник лета Исэх, который связан с почитанием солнца. Исэх называют якутским Новым годом, началом короткого северного лета. Далее юбилейные флаги посетили город Мирный, где располагается несколько крупных карьеров и горно-обогатительных комбинатов добычи алмазов. Одной из достопримечательностей города является кимберлитовая трубка «Мир», коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. В завершении своего путешествия флаги были доставлены в центр сортировки алмазов акционерной компании «Алроса», где из драгоценных камней на сумму, превышающую $500 тысяч, специалисты выложили праздничную эмблему, посвященную 95-й годовщине образования органов государственного пожарного надзора.